Фестиваль культуры и спорта народов Юга России собрал около 600 участников из 14 регионов ЮЭФО и СКФО. Также приглашены гости из Донецкой и Луганской народных республик, Абхазии и Южной Осетии. Ингушское подворье встречает дорогих гостей старинным обычаем. Первое появление невесты в доме семьи супруга. Этот свадебный обряд нес свой глубокий смысл, и на первый взгляд игривое поведение девушек и парней на самом деле было серьезной частью свадебного процесса. В диалоге девушки и молодые люди тонко шутили, тем самым показывали ум. Это были своеобразные смотрины невест. Амин, амин. مягко حتى تجزمي مягко مягко حتى تشافشن كيف تزديالي شو تيغوديشن كاتب تيغوديشن شو وقتها كاتب وزبن شو مارشي Впечатления весьма позитивные, весьма хорошие, радостные. Все такие счастливые, и зрители, и артисты выступающие. Девочки как лебедушки плывут, ребята как ветер скачут, зажигательно все, просто великолепно. Спасибо. Очень красивое ваше творчество, замечательная ковка, мы видели ковры тканые, очень все понравилось, спасибо. В составе творческих делегаций ведущие государственные национальные коллективы регионов. В подворьях гости и участники фестиваля могут познакомиться с традициями, кухней и ремеслами народов. Очень красиво все, настолько тонко, настолько приятно смотреть на всю атмосферу, которая творится здесь. У каждого свое. Ну, мы удивлены, честно сказать. Замечательное мероприятие. Мы знакомимся со всеми культурами, со всеми регионами Юга России. Но зайдя к вам, вот почувствовали какое-то особое душевное такое спокойствие. Очень гостеприимно встретили нас. Потрясающая палитра представленных здесь экспозиций, разнообразных и очень интересных и качественных. Но самое главное — люди. Люди у вас хорошие, добрые и очень отзывчивые. Каждое подворье переносит гостей в ту эпоху, которая представлена на своеобразной выставке. В Ингушском можно было прикоснуться, а также приобрести предметы оружия, ковры, интересные деревянные поделки. Но из всего этого многообразия особо выделяется уголок с изделиями из рыбьей кожи. Лида Оздоева создает уникальные картины из этого материала. Она представила около 10 своих работ. Здесь работы представлены из рыбьей кожи семги, сазана и кальмара. Вот. Также разнообразный жанр. Это пейзаж, абстракция, натюрморт и сюрреализм. А как вы к этому пришли вообще? Постепенно. Все постепенно, понимаете как. Хочется что-то передать, что-то оставить после нас. Меня сегодня спросили, а вот как ты, Лида, к этому пришла? Я говорю, я оглянулась, посмотрела, у нас ничего не осталось. И нам нужно показать то, что у нас есть. И мы учимся для того, чтобы это делать. А вот в дагестанском подворье выделяется номер профессиональных канатоходцев. На высоте около 3 метров экстремалы показывают искусство эквилибристики. При помощи шеста они ловко балансируют на натянутом канате и преодолевают его. Это дагестанский национальный вид, можно спорта сказать, можно цирковой трюки, эквилибристики. Давно в Дагестане занимаются? Насколько профессионально? Ну, это, наверное, про наши деды, эти все, наверное, ходили, наверное, до нас. Начатый в Ингушетии как ингушские игры, а затем кавказские, фестиваль уже давно стал не только спортивным, но и культурным праздником народов Юга России. С каждым годом расширяется число его участников. На 12-м фестивале впервые принимают участие и Краснодарский край. Привезли наш кубанский колорит. То есть все самое самобытное. Наши мастера показывают качество, поделки из глины, из дерева. Стоит в центре нашей курень. Это наше жилье, и оно вот как казаками было обустроено, так вот и выглядит до сих пор. Здесь для гостей представлено чай с дымком, сухарик, наши варенья, пирожки с картофелем. Поэтому Кубань, она житница. Как говорят у нас, если есть на земле рай, то это Краснодарский край.
Фестиваль проводится ежегодно, начиная с 2010 года в целях содействия сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Юга России. В рамках фестиваля 24 и 25 сентября пройдут соревнования по 12 национальным и олимпийским видам спорта, а также показательные выступления спортсменов по популярным среди молодежи видам спорта и мастер-классы с участием известных спортсменов Северокавказского федерального округа. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.